Друзья, в течение года, как всегда, я спасала и вывозила гораздо больше собак, чем успевала рассказывать о них в эфирах. Или вести репортажи и рассказывать о всех, или спасать. Пока появилась капля времени, решила вам рассказать о собачьей дружбе, о компании собак из Ставрополья. Мне поведали историю про 6 неразлучных друзей, которые жили года 2, держась всегда вместе. Волонтеры их простерилизовали. Никто никого не обижал. Казалось бы, кому они помешали? Найда, моя хорошая. И Бублик, еще вот этот вот Бублик. Так, ну что, собираются их пристрелить. Найдочка, да ты моя золотая. Ты моя золотая. Ты выходи сюда. Так. Что там? Что собираются? Что? Пристрелить хотят. Сказали, либо отравят, либо пристрелят, потому что они мешают людям. Сказали, то, что много, стая собак, они сказали, либо пристрелят, либо отравят, либо решайте этот вопрос доли там. Говорят, что дети боятся этих собак как раз. У детей истерика начинает, да, когда они их видят. И то, что ты скажешь, Ну, она все больше. они уже давно. Не знаю, это не колышет. Она сказала, я либо попрошу мужа, либо сама. Нет, помешали. Помешали продавцу ларька. Вседозволенность окрыляет. Закон теперь разрешает. Делай, что хочешь. И вот я увидела пост о компании собак, настолько добрых, бегущими к человеку, радостно виляющие хвостами. И был вынесен приговор. Если отлов не заберет, а отлов, который сжигает заживо, то зачинщица преступления уже нашла мужика, который их пристрелит. То есть жить им сегодня-завтра. И выбирать тут нечего. Спасать или всех убьют. Если спасать, то, конечно, всех. Но как тяжело спасать сейчас, в наше время, спасать сразу много, спасать без финансовой поддержки. Но я пошла на это себе наперекор, усугубив положение имеющихся собак. Не смогла я пройти мимо. Слишком много я услышала от волонтера о них хорошего. Слишком эмоционально представила, как оборвутся их жизни. Будут закидывать их трупы в грузовик. Этих доселе счастливых друзей, не знающих, какая туча над ними нависла. Это белая мохнатушка Ассоль, это Мишка Коротколапик, это Тишка, подросток, девочка-веселушка, это Найса, которая трусиха и доверялась только своим друзьям и волонтеру, это Багира, голубоглазая, спасенная щенком с тяжелым прошлым. Ну и Жан, добряк, который всегда лежал у магазинов на площади, тихий, с человеческими глазами, подающий лапку, никого никогда не обижающий, всегда на виду. Жан. Его Жан зовут. Жан? Жан, ага. Хороший. Хороший Жан. А он еще лапу дает. Дай лапу. Лапу дай. Скажи, неудобно мне? Но я, пожалуй, дам. Жарко очень. Жарко, какой же жарко. Ну, водичка налита, да. Да, мой хороший. Такой ты хороший. И вот-вот и до него доедет отлов, черный отлов. Как такому добряку гореть заживо? Я потеряла покой. Хорошо, что волонтеры оказались адекватными. На организацию отправки у нас ушло несколько дней. В это время ночью волонтер караулила собак, чтобы не успели убить ночью, чтобы успеть отправить живых. Вот она, Найдочка, сидит, моя золотая Найдочка. Ты моя сладкая. Сколько нервов ушло на спасение этой 6 беззащитных, которых никто не защитит, если я не вывезу, если я опоздаю в решение. А ведь по приезду их надо было где-то разместить, оплачивать, купить корм, найти вольер, а свободных нет никогда. Жан тоже. Он говорит, это моя подруга, я тоже вместе с ней пойду. Ты нервничаешь, да, Жан? Тебе не нравится это? Не нравится. А Солька? Сколько пережито, и это не все. Их надо кормить ежедневно. Надо стелить сено, надо докупать. Они в пиаре. А сейчас надо продержаться до пристройства, надо оплачивать. И поэтому, друзья, я прошу вашей помощи. Прошу на них, чудом спасенных за день до гибели. Откликнитесь, финкураторы. Мне нужна на них помощь. Их 6. Без вас не справлюсь. Пожалуйста, помогите.